محمد حماجه Egoyan iş çurda kıda şu ahkin seri. Çok güzel zamanda işte. Örgüşürdü, küyüks deyanda, tins deyanda, çuğen deyanda. İşte orası xil bu boğazlar halkanda. Stüpenki dedi, isto hal boğuşalı. İşte haçanın akçalar, hal xil bu Şöt gitsen boğazlar. hacanır. İşte daha çok iyisi. İşte yuvar çok. Çuçur da çuğukle da bana kadar şu çok işte şu da patka parti akçalar ise. Dokka var bu astare on do ağdan da sa oluştur do şu hadi sa gorri yok ya admi da şukur. Ну все, вроде законсервировали пока. Если будет слабо, еще по 2 слоя здесь я покрыл. Сейчас 2 слоя полароида. Если будет слабо, еще высунуть, еще покроем. Так вроде рисунок более проявился сейчас, чем было покрытие. Sultan. Öyle yoğurt sayı vakit ya şu bari. Ayo muze dakika çay vakti. Москва, да, я несу торговлю. Ha Moskva ya yaşıyor. Реставратор. Yo hayo oraya gidiyor. Ю, хам по-любому я. Böyle la o sen hatsa yatan böyle söylüyorum. Оплата, я ешь мою там, нет бога. Студио ölçekte de hadi ise. Olmuş. İşte bakıyorlar gidiyor. Dört budu sen. İyi dola barstala hepsini. Uza işte uzuyor. حلو تا ارمتور سن حالي الازو يهويت يعني Sen gavurun diye sam ölçekte de koyuk çıtır ها şu. انت شو احكي شو Sultan. Öyle yoğurt sayı vakit ya şu bari. Ayo muze dakika çay vakti. Москва, да, я несу торговлю. Ha Moskva ya yaşıyor. Реставратор. Yo hayo oraya gidiyor. Ю, хам по-любому я. Böyle la o sen hatsa yatan böyle söylüyorum. Оплата, я ешь мою там, нет бога. Stüdyo ölçekte de hadi ise. Olmuş. İşte bakıyorlar gidiyor. Dört budu sen. İyi dola barstala hepsini. Uza işte uzuyor. حلو تا ارمتور سن حالي الازو يهويت يعني Sen gavurun diye sam ölçekte de koyuk çıtır şu. ها انت شو احكي شو Гипсуем потихоньку. Целый. Поехали на реставрацию, я люблю. Buona stretch banka. Клеим припитатель. Ошце, лисана вам яркозен шо хруп, шо шайесло. Деши лахта цани цани. Тири ша специально обратимо до надах, что клеит припитатель, реставраторский надах, что. Деши лахта цани монолитом хают шухер. Загипсоватин.
целый, аяқ приходит, я думаю, что я лучше. Гипсуем потихоньку. Целый, аяқ на ресторацию, аяқ бюр. Buenas treci mâncați, plin, prepătăte. Oște, lisă mea vom iar poză și o grup, și o și aici. Unde și лахта це ницани. Тут тире ще спеціальне обратимо до надах, що клеїть препитати, реставрати, що надах подумав, що. Ну, ще лахта це не монолітом, а від шукер. Загіпсувати. Целый, аяқ приходит, я думаю, что я лучше. Сенсационная находка археологов. Впервые удалось найти и изучить нетронутое погребение аланской аристократии. Обнаружено огромное количество уникальных артефактов, которые могут перевернуть наше представление о прошлом. Археологи Чеченской Республики обнаружили непотревоженное элитарное погребение предположительно раннего этапа аланской культуры в ходе раскопок на памятнике культурного наследия Алханкалинские курганы. Захоронение по находкам временных гарнитур, возможно, датируется второй и третьей четвертью IV века. Находка не имеет аналогов на Северном Кавказе. На месте работал наш корреспондент. В феврале 2025 года чеченскими археологами были начаты аварийно-спасательные научные археологические раскопки на памятнике культурного наследия Алханкалинские курганы. В ходе работ было выявлено уникальное погребение раннего этапа аланской культуры, датированное IV веком нашей эры. Постепенно разрушается, часть была снесена, и он постоянно после дождей осыпался и разрушался курган. Вот, практически на 3 дня мы просто выходной у нас был за все эти 2,5 месяца, когда праздники были у нас Рамадан, и в снег, и в дождь мы здесь работали, и вот, наконец нашли, как Малаша вам рассказывала, впервые в истории российской мировой археологии неграбленное элитарное погребение раннего этапа аланской археологической культуры. Беспрецедентность данного события заключается в том, что это первое непотревоженное грабителями элитарное погребение раннего этапа аланской культуры. Сотни курганов, исследованные до сих пор, были разграблены либо потревожены искателями сокровищ. Это уникальный комплекс, который до сих пор для этого времени мы не имеем на территории Северного Кавказа. Аланская культура у нас пока, к сожалению, нам известна через ограбленные комплексы. Они почти поголовно были ограблены. Вот. По этой причине этот памятник, который здесь доследовали, он является прорывным для понимания истории региона. Научная важность данного события вряд ли может быть переоценена. Найдено большое количество уникальных артефактов, не имеющих известных аналогов данного исторического периода. Среди предметов, найденных археологами, конская сбруя, отделанная золотом, украшенная турмалинами и инкрустированная гранатами, конская узда, 3 образца клинкового оружия, изделия из золота и посуда, по предположениям археологов, привезенная из других стран. Мы находимся во входной яме данного погребального сооружения. Глубина современной дневной поверхности до дна этой входной ямы 9 метров. Непосредственно у передней стенки находится сам вход в камеру. Вход в камеру был закрыт данной плитой. Это, опять же, является одним из признаков аланской культуры. Они закрывали вход в камеру обычно закладным камнем, но в нашем случае представлена большая плита, что, опять же, как и глубина входной ямы, и плита, это все говорит о статусе человека. Для простого рядового человека такие погребальные сооружения не строились. Уникальность этой находки заключается в том, что ученым впервые удалось найти и изучить нетронутое погребение аланской аристократии. Данный факт является беспрецедентным в истории мировой археологии. Все предметы, изъятые из погребения и после реставрации в Москве, вернутся в республику. И в Национальном музее Чеченской Республики будет создана экспозиция, где артефакты останутся на постоянной основе. Эльвира Межидова, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Здесь представлены как предметы сбруйных наборов, предметы одежды и подношения, посмертные усопшие. Вкратце, золотые пряжки. Эта пряжка была поясной, изготовлена из литого золота, лицевая сторона щитка, сделана в технике перегородочной инкрустации.
и в виде ставок использовался гранат. Похоже, пряжка более простая по своей орнаментике, и здесь небольшая пряжка. Они входили в состав обувной гарнитуры, поясной гарнитуры и портупейной гарнитуры. Теперь здесь это предмет называется бутероль. Это окончание ножен меча. Ножны были оформлены в виде золотой фольги. Деревянные ножны были оформлены золотой фольгой, чтобы подчеркивать тоже статусность захоронения. Из предметов украшений сборных наборов обратим внимание на крайне редкие уникальные находки вот таких бус стеклянных или из турмалина. Анализ должен показать. Если стекло, то это очень высокое качество, потому что оно не покрыто патиной, концы которого были оформлены в виде золотой фольги со вставками тоже граната. Подобных бус для этого времени никому не известно. Тоже редкая форма украшения сборных ремней, полиэдрические бусины, декорированы также в технике перегородочной инкрустации гранатами. К сборным наборам также относятся наконечники подвески ремней, изготовленные из золота и также в технике перегородочной инкрустации. Пряжки и наконечники ремней позволяют дать вполне хорошую качественную дату в рамках второй, третьей четверти IV века. Обращайте на себя внимание золотой литой браслет, который был при погребенном. Подобные браслеты встречаются не только в женских захоронениях, но и иногда в мужских. Кроме того, встречены два предмета женского костюма. Подобного рода цепочки, ожерелья из тонкого золотого прута, изготовленные плетением с подвесками. Подвески декорированы гранатом. Эти две подвески, скорее всего, являются приношением близких родственников женского пола усопшего своему дорогому человеку. Они лежали не на погребенном, а отдельно около его ног. В данном случае это подчеркивает, что это предметы были не характерны для мужчины. Безусловно, это женский костюм. Спасибо, Владимирович. Да не за что. Вам спасибо. Столько слушать. Что мы для вас делали? Важное научное открытие в Чеченской Республике. Археологи обнаружили нетронутое захоронение IV века. Это предварительные оценки ученых. В числе артефактов, украшения, посуда и оружие. О самых интересных находках Артур Мустаев. Алхангалицкое погребение оказалось уникальным. Во-первых, оно не разграблено. Во-вторых, богатство артефактов, которые сохранились в отличном состоянии для данного периода. Археологи работали здесь с февраля этого года. Сенсационную находку обнаружили на глубине 14 метров. Удивительно, но сохранилась даже лестница, которую вырубили прямо в стене. Зачищая площадь, здесь мы обнаружили 3 грабительских шахты. И это уникальный случай. 3 раза промахнулись, грабители. Поэтому нам повезло, да. Археологам не просто повезло. Такая удача выпадает лишь раз на тысячи раскопок. На этом месте был погребен, как осторожно говорят исследователи, человек с высоким социальным статусом. А некоторые и вовсе заявляют, что это был один из правителей ранней аланской цивилизации. На это указывает большое количество украшений из золота, серебра и драгоценных камней. Если мы посмотрим, обратим внимание, голова кошачьего хищника хорошо, очень продекорирована, с глазами, ушами. Вот, и очень статусная, богатая вещь. А здесь на передней стенке стоял вот этот камень. Это закладной камень, он служил как своеобразная дверь для входа туда. Вход перекрывал не только огромный камень. Прямо на пороге гробницы был найден скелет лошади, которую, по всей видимости, похоронили вместе с усопшим. Рядом меч, элементы сбруи и седла. То, как сохранились некоторые предметы спустя более 1600 лет назад, поражает воображение. За 150-летнюю историю изучения именно этого аланского периода первый раз за всю эту историю обнаружено неграбленное погребение
этого периода. И это уникальный случай как для нашей республики, так и в целом Северного Кавказа. Древние артефакты бережно извлекли на поверхность. Каждая находка зарегистрирована и пронумерована. Все предметы предстоит тщательно изучить, но их ценность для российской археологической науки уже сейчас ни у кого не вызывает сомнений. Памятник этот во всех отношениях является уникальным. Я поздравляю наших коллег, которые провели здесь работы, которые прекрасно исследовали его и получили уникальные материалы, которые будут иметь очень большое значение для древней истории региона. В этом году на территории региона планируют исследовать более 30 подобных памятников истории. На помощь местным археологам приходят коллеги из Дагестана, Северной Осетии, Ростовской и Самарской областей. А это погребение ученые планируют воссоздать в Музее Чеченской Республики. Артур Мустаев, Зелимхан Бунтышев и Аслан Лалуев. Вести, Чеченская Республика. Меч Аид закончен на реставрации. Аккуратно смогли сохранить целостность. Да, максимально реставрация идет. Обратно.